Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем нашу тему изучения площадки Canva. И если мы до этого всегда с вами пользовались готовым шаблоном, да, открывали, могли тоже в том числе делать по своему дизайну, элементы и так далее, но у нас получается уже сама Canva задавала размер. Например, давайте посмотрим раздел «Документы». Здесь мы можем сделать отчет, письмо, резюме. Не только оформление Инстаграма или презентации. Здесь можно делать еще огромное количество разных буклетов, визиток и так далее. И давайте, допустим, даже откроем пример резюме. Открываем здесь и видим, что это формат А4. Формат А4, и здесь мы видим самые разнообразное применение оформления резюме. Давайте попробуем. Открываем, какой дизайн нам понравился, и можем здесь, удалив эту фотографию, вставить на это же место любую другую, да, то есть мы можем взять, попробовать поставить. Видите, здесь есть готовая рамка круглая, под которую сразу можно обрезать вашу фотографию. Вы можете свою загрузить здесь и здесь начать менять текст. А оформление, если вам она понравилась, вы можете оставить. Кроме того, не забывайте, что вы можете менять все цвета документа, открыв здесь и поменяв на другой цвет, да? Вот, допустим, такой. Что еще? Здесь мы в главной странице, кроме готовых размеров, можем применять собственный настраиваемый размер. Для этого мы заходим в главное меню и здесь находим настраиваемый размер. И здесь мы можем в пикселях или в миллиметрах, в сантиметрах писать нужный нам размер. То есть, допустим, нужно оформить шапку сайта, и вам говорят размер точный в пикселях, вы его вбиваете и создать дизайн. Тогда мы получим прямоугольного размера холст, да? Единственное, что здесь надо заметить, мы сделали дизайн, но поменять размер уже, да, изменить размер мы не сможем. То есть, если вам этот размер не подходит, нужно создавать все заново. Это имейте в виду, потому что только Pro-версия может изменять размер дизайна, да, то есть шаблона. Вот теперь мы берем, допустим, создаем новый, так как у нас бесплатная версия. Вот теперь мы берем такой шаблон для шапки сайта, он удлиненной формы будет. И посмотрите, сразу Canva подбирает нам такого же примерно дизайна шаблона, то есть они такой удлиненной прямоугольной формы, да. То есть мы берем, можем вот так вот, она даже под наш дизайн длину все автоматически пододвигает. Можем попробовать другое. Видите, оно поменьше и все равно сделала набросок. Но обратите внимание, здесь фотография, ее нужно будет удалить, да, и вставить свою фотографию сюда. Например, если у вас есть своя фотография, возьмем тоже пример, да, то есть у нас есть пример, можем его сделать так. Вот она загрузилась, и вот она залезла внутрь рамки, которая была встроена в этот шаблон. Видите, у нас имена пары, и вот мы фотографию пары сами добавили. Это очень удобная функция для того, чтобы делать свой дизайн. Дальше мы берем шаблон и можем далее посмотреть другие шаблоны, как выглядят. То есть, видите, вот эти рамочки, мы в них можем свои собственные фотографии вставить. Но здесь нет, оказывается, таких рамок.
нужно будет вручную подбирать. Но в некоторых шаблонах это работает. Это любой дизайн здесь мы можем взять под основу и можем все поменять, цвета и так далее, шрифты, и сделать на свое для своей темы. Если у вас уже есть определенная тема, уже известная заранее, вы пишете здесь название, да, например, медицина. Вы хотите сделать буклет для медицины, но здесь, к сожалению, оказывается, так не находит. Например, есть буклеты клиники, попробуем. Тоже, оказывается, нету, но можно взять просто похожий цвет и оформить все под себя. То есть здесь поставить свою фотографию, тем более здесь есть. Да? Давайте посмотрим на английском. Напишем доктор. Вот, да, женщина. Врач, вот мы его вставляем, вы можете дизайн здесь менять и нужный вам цвет, допустим, у медицинской тематики всегда бывает такой синий цвет, мы можем вот эти цвета все поменять. Так, если что-то пошло не так, Ctrl-Z, делаем возврат. Удаляем. Вот. Избавляемся от ненужных нам цветов. Задний фон можно сделать, к примеру, белым или темно-синим. Пока это мешает, мы будем менять цвет вот этого элемента. Ненужные объекты мы можем вообще убрать. Вот таким образом мы поменяли полностью готовый шаблон под свои нужды, да, то есть мы можем поменять фотографию быстро, не делая обрезку, видите, автоматически это происходит, очень удобно. Обязательно попробуйте, попрактикуйтесь дома, попробуйте сделать собственного дизайна шаблон. Спасибо за внимание.